Дорогие друзья, многие якутяне сегодня озаботились, что же такое ландшафтный дизайн. Сегодня мы об этом поговорим с известным ландшафтным дизайнером Натальей Ивановной. Наталья Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня находимся вот как раз на объекте, где ландшафтный дизайн как раз-таки хозяева дома делегировали именно вот специалисту, именно вашей организации. Что это за вообще профессия ландшафтного дизайнера? Как она работает? С чего начинается вообще ландшафтный дизайн частного подворья? Обо всем этом мы поговорим вот в рамках нашей программы. Ну что, заходим? Наталья Ивановна. Пожалуйста. Так, вот это вот ваш объект. Ух ты, как здорово здесь, как красиво. Да, это наш объект, на котором мы ведем работы. Да, в очень здорово. время. Да. Очень уютно, очень круто, очень здорово, дорогие друзья. Оказывается, все-таки построить дом – это одно дело, а обустроить территорию придомовую – это совершенно другая история, и, конечно же, она требует также очень внимательного подхода. Для чего это делается? Ну, конечно же, для того, чтобы нам жилось комфортно, красиво, чтобы нас окружала эстетика. Но с чего начинается вот любой дизайн? В первую очередь с оценки мест. Предстоящих работ. Да, конечно. Мы приходим, мы видим дом, который задает нам, в общем-то, идею, который является основой дизайнерской картины. И уже вокруг дома мы воссоздаем красоту и дополняем наше здание прекрасным окружением. Дом, само здание было построено на искусственной насыпи, возвышалась относительно остального уровня, не знаю, наверное, почти метр выше стояла. То есть все остальное было ниже. Дальше шла насыпь, отмостка и здание. И это уже сама вот эта архитектура и расположение дома уже сразу подало идею, что вокруг высоко поднятого дома можно отсыпать пространство, и мы получим уровень какой-то. И у нас можно будет весь участок спланировать в нескольких уровнях. То есть сделать террасирование. В ландшафте Но это так относится к тому, да, если участок неровный, да, Да. это вот именно такая либо история. участок сам неровный находится на склоне, либо, может быть, постройки расположены гораздо выше, чем остальные все уровни. Так, был план. Вы как-то разделили весь участок на некие зоны, да? Что это за зоны? Да. Ну, в первую очередь у нас родилась, вот за счет как раз разделения по террасам у нас появилось две зоны. Это партерная зона, вот мы входим, главный вход, и территория партерная, это которая оформлена в районе главного входа. То есть здесь у нас появляется изгородь живая, здесь у нас дорожки, площадки и газон. И все получается ограничено подпорной стенкой. Это вот наш первый верхний уровень. Почему вы вот эти березы, видимо, решили оставить, да? Конечно. И обрамили в такую вот клумбу или как вот? Береза мне сразу понравилась на входе на территорию. Мы решили ее ни в коем случае не трогать. Она сейчас служит прекрасным украшением вот этой парадной части зоны. Да. И, кстати, еще одна группа берез, она у нас вот за, ну, как в начале газона, да, получается? Да, это тоже существующие деревья, мы их сохранили. Они прекрасную композицию составляют вместе с сосной. Ой, как красиво и как чудесно. Друзья, и еще, Наталья Ивановна, вот смотрите, газон у нас здесь имеет, ну, скажем так, не прямоугольную форму, а некие вот закругления, и это все, видимо, диктует стилистика дома, да, видимо? Да, конечно. То есть получается не прямоугольная форма у нас газон, а вы выбрали вот именно вот такую вот какую-то вот, ну, классическую или как вот стиль вот какой-то, вот, как вот можно назвать?
Ну, это вообще правильно вы сказали, это и есть классический стиль. Мгм, Да, мгм. классический регулярный стиль. Некоторые Мгм. его называют дворцовый, но в нашем случае дворцовый это, наверное, слишком громкое слово. Да. Но классика, да, классика имеет место быть, и это очень красиво, это очень, ну, здорово, нарядно и привносит некий какой-то вот такой вот налет праздничности, да, парадности. Торжественности, Мгм, конечно. даже вот конечно. так. Но при этом, смотрите, друзья, вот эти вот березы, они как-то немножко упрощают и как-то приземляют, да, как раз-таки вот наш... Конечно. Здесь у нас ведь не дубы какие-то там вековые, а наши вот родные березы. Еще хотела тебе обратить внимание на живую изгородь. У нас вообще с изгородями в нашем городе, в Якутске, очень все сложно. То есть многие выбирают профлист, обычный профлист, и изгороди у нас такие вот, ну, из профлиста. Что не есть, в общем-то, красиво и здорово, но, на мой взгляд, эстетический, да, вот. Но вы нашли очень хороший выход. Расскажите про него. Да, мы высадили живую изгородь перед забором, которая в дальнейшем при разрастании скроет сам профлист. Мгм. И в итоге это должна получиться живая стенка. Мгм. По нашим планам эта изгородь должна быть выше, Мгм. когда она разрастется. Это, думаю, будет уже года через 3-4. Потому что изгородь садится живая на долгое время, конечно, и путем стрижек придается ей определенная форма. Какое это растение выбрано? Это боярышник. Это боярышник, Да, это очень распространенное красиво. растение у нас на Мгм. территории Якутии. Боярышник наш местный. Он неприхотлив очень. Совсем неприхотлив, прекрасно приживается, быстро растет, держит форму чудесно. Из боярышника путем стрижек можно добиваться Любой формы, любых да. форм, да. Ничего Почему сложного. выбрано именно такое освещение, вот форма этих плафонов? Фонарей? Да. Ну, сюда просто не хотелось ничего сложного. Мгм. Пошли таким тоже по методу Простоты, простоты, да. То да, есть ближе к природе быть Конечно. и как-то немножко приглушить вот эту парадность, да, немножко ее как-то Да, никакой градус вычурности, снизить. никакой Да, да. вычурности не хотим. Мгм. Здесь зона отдыха сразу же начинается, да. Конечно же, любая придомовая территория, она, ну, должна иметь вот некое вот это вот что-то, да, какой-то мангал или что-то. Здесь у нас мангал. Ну, это не окончательное Мгм. размещение мангала, я бы Ага. сказала, его Ну сюда да. поставили Ну, то есть он на временно. колесиках, его можно при Конечно, желании конечно, куда-то да. Он сдвинуть, в отодвинуть. итоге его место, конечно, не здесь, Не здесь. а в зоне Мгм. отдыха, к которой мы попозже подойдем. Мгм. А в этом месте планируется расположить вот качель. В общем-то, она стоит уже почти на своем месте. И в этом году просто не было необходимости. Но на Мгм. следующий год, я думаю, будет. Здесь будут расположены вазоны с Мгм. цветами. Сейчас, как вы видите, цветочного оформления нет у нас нигде здесь, потому что хозяева отсутствуют. Ну, в этом нет необходимости просто. Мгм. А вообще должны быть еще и цветы какие-то, Конечно, да? конечно. А вот это газон- место, оно как раз для вазонов и для Мгм. цветочных ярких композиций. Мгм. То есть они будут переносные, в горшках какие-то, да, высажены Да, это будут конкретно? классические большие вазоны, Мгм. крупные, и в них будут составлены уже пышные композиции цветочные. Мгм. А на газоне предполагается тоже создание каких-то, может быть, кустиков, Нет, каких-то цветов? Нет. нет, в данном случае газон остается просто газоном. Вот в этом И же. он такой ровненький. Сколько Да. раз нужно стричь этот газон, чтобы добиться вот такой вот бархатистости и, ну, ровности, скажем так? Здесь он немножко какой-то вот, ну, с проплешинами. Да, да, все правильно. Это Почему? как раз называется проплешины, потому что у Мгм. нас начало лета было таким довольно засушливым, а автоматический полив, здесь везде у нас автоматический полив стоит, он ну, не был удачно настроен, Мгм. поэтому появились проплешины, которые сейчас у нас подсеяны и должны к следующему году они затянуться. Здесь будет ровный коврик газона. Мгм. Сколько раз ну, скажем, в месяц необходимо подстригать газон, чтобы он был ровненький и вот был, ну, красивым? Ну, в наших условиях мы стрижем 3 раза в месяц. То есть через Мгм. каждые 10 дней надо быть готовым к тому, чтобы мы могли состричь Мгм. разросшийся коврик, разросшийся травостой.
Вот в данном случае у нас посеяна овсяница красная. Мгм. Мы уже как-то про нее говорили. Вот это наш такой газонный многолетник. Мгм. И мы его вот на газонах используем вот именно этот сорт травы. Мгм. Скажите, конечно, да, в жаркий летний денек здесь очень приятно наверняка находиться. И здесь очень мощная такая, как бы уже спуск идет, да, на второй уровень. Да, это подпорная стенка, которая завершает наш верхний уровень. Мгм. Вот. И за подпорной стенкой уже начинается другая зона. Это уже зона, Отдыха. ну, зона за домом, скажем так. То есть Мгм. парадная зона у нас закончилась, и у нас Мгм. начинается зона сада. Мгм. Зона сада. И ступени очень красивые. Кстати, я обратила внимание на плитку. Это ведь история не крафтовая, да, то есть когда вот где-то вот небольшими партиями что-то создается, не в промышленных объемах. Это все-таки обычная плитка, да? Обычная тротуарная плитка, которая изготавливалась здесь у нас, в Якутске, Мгм. хорошим специалистом. То есть на заказ можно заказать вот Да, такую вот можно, плитку. Можно. Надо, Здорово. конечно, контролировать качество Мгм. плитки самой, и качество красителей, потому что есть такой нюанс. Красители, которые используются для плитки тротуарной, они могут выгорать от ультрафиолета. Вот как. Мгм. Здесь присутствует газон, Мгм. здесь посажены яблони, которые разрастутся у нас и будут пышными кустиками. Мгм. Они прикроют стену этого дома. Ну, вообще в перспективе фасад дома должен быть тоже изменен утопать в зелени, в да? более теплую сторону. Мгм. А пока он такой розовенький у нас, будет немного другим. Мгм. Здесь также березы присутствуют. И такой небольшой, рощица, да, березовая. Да, березы здесь сохранены, они здесь росли всегда. Мгм. Вот, мы их не трогали. И при планировке, конечно, учитывали этот факт, что место с березами должно быть не тронуто. Вот это место, вот за газончиком березы, как вы видите, у нас Мгм. высажены. Мгм. Они уже высажены, вот эти березы, да? Они тут росли. Они росли, но Они вы как росли. бы им придали какую-то вот, такую строгую, что ли, форму, да? Они Мы растут прям в струночку. Немножечко подформировали. Они были хозяевами старыми, здесь все посажены в ряд. Вот. То есть вы Мы не как стали бы... ничего менять. Мгм. И здесь просто замечательная такая красивая зона, пруд, да, то есть вот у нас березовая роща, она, оказывается, скрывала такой вот очень Да. красивый уголок сада. Расскажите о нем. Да, в этом месте у нас была заболоченная низинка, с ней надо было что-то делать. И в итоге эта низинка превратилась в сухой пруд Мгм. с участком, с водоемом, скажем так. Водоем, каскад. К сожалению, сейчас это все отключено, работы еще ведутся, все это в процессе, вы не можете видеть завершенной картины. Я думаю, что все равно понятно затея это преобразить этот участок. Мгм. А как раз за прудом находится у нас это беседка, да? За прудом у нас находится беседка, да, для Мгм. летнего отдыха. Мгм. Вот перед ней терраса. Обратите внимание, дорогие друзья, что беседка, она тоже прямоугольной формы, да, без каких-либо там вычурностей, очень простая, лаконичная. Беседка прямоугольной формы, потому что это прежде всего оптимальная форма для беседок. Она и вместительная, она удобная. Тут вопрос удобства. Мгм. То есть в этой беседке можно проводить какие-то вечера Конечно, отдыха, да? конечно. Какие-то ужины, собраться компанией, пригласить гостей. Да. Это прекрасная территория для отдыха вне дома. Мгм. И окна панорамные или как они Да. называются, да? То есть они вот начинаются от пола и заканчиваются Витражные, да, вверху, окна. витражные окна, то есть много света.
Да, беседка светлая и в то же время и теплая, Это имеет уединенную такую локацию. Мгм. И кроме того, еще беседка закрывает у нас не очень удачно расположенные коммуникации, с которыми, как выяснилось, ничего нельзя сделать. То есть это тоже такой прием, дизайнеры как раз могут помочь, когда имеются вот такие вот трудности на Да. каком-либо участке. К сожалению, не все участки у нас имеют строго там какую-то прямоугольную ровную форму, и здесь получилось несколько уровней. У вас 2 уровня получилось здесь, да? Да. Ага. И вы это так здорово все сделали, просто даже и незаметно, что, оказывается, дом находится на неком возвышении, а нижняя часть уже заднего двора, она находится несколько в низине. Мгм. В нижней зоне у нас находится еще один газон. Какую роль он играет и как его удалось Да, про этот газон я хочу сказать особые вещи. Вот, если у нас в верхней партерной зоне Мгм. был строгий классический газон, Мгм. посеянный из овсяницы красной, то есть Мгм. у него всегда строгий партерный вид. А здесь, внизу, в нижней части, мы оставили лужайку природного вида. Она сейчас хорошо скошена, ровненькая травка. Но на самом деле здесь овсяницы-то нет, если вы видите. Здесь как раз наши местные такие простые луговые травки. Мгм. Это клевер, это лапчатка гусиная, мелкое цветочное растение многолетнее, которое распространяется своими ползущими корневищами, Мгм. цветет желтыми цветочками. Это великолепное почвопокровное растение. Я его хочу прямо всем порекомендовать, потому что вот эта трава, Мгм. она прекрасно заменяет классические газоны. Мгм. Она своими корневищами подземными и надземными очень быстро покрывает поверхность земли, все открытые поверхности, прекрасно стрижется, потом приобретает такой стелящийся низкорослость свою. Если до стрижки травка это довольно высокая, сантиметров 25, иногда до 30 сантиметров может вымахивать в высоту, а после стрижки она приобретает, как я сказала, карликовость свою. Мгм. Вот. То есть это великолепный вариант для простых, для легких газонов, для простых легких лужаек, по которым можно ходить, бегать. Вы можете сами по ним походить, поваляться. Играть, Играть, полежать. конечно. Можно животных своих отпускать сюда, Да, они тут будут детей. резвиться. Мгм. Вот, чего не скажешь как раз про овсяницу красную, вот, которая у нас в партере посеяна. Там по ней ходить не рекомендуется. То есть это чисто украшение Да, да. участка. А вот это вот А вот это чисто функциональная такая очень функциональная и именно для отдыха, Да. чтобы можно было полежать, расслабиться, да, позагорать на солнышке. Здорово. То есть то, что вы сейчас посоветовали, такой газон можно разбить вполне себе бюджетно, да? Конечно. Да, любой там, я не знаю, ну, те, кто живут в частных подворьях, они могут себе организовать такого рода зону. Да, вот эту лапчатку гусиную, вот это растение, вы можете, наверное, в интернете посмотреть, как она выглядит, и вы поймете, что она у нас на территории Якутии очень много где растет. И достаточно выкопать несколько кустиков, посадить себе на лужайку, чтобы она Разрослась. за одно лето, да, покрыла довольно обширную площадь Ух поверхности. ты, здорово. Тут было очень все неровно, здесь везде был камыш, где-то выше, где-то ниже. Ну, скажем, здесь не было ничего на этом участке, кроме камыша. Мгм. И И строительного то есть благодаря грамотному вообще подходу и, конечно же, вот при таком вот раскладе, да, когда у вас участок неровный, где-то можно, конечно, обойтись и без дизайнера ландшафтного, можно как-то самим там проштудировать очень много
статей каких-то, посмотреть какие-то сайты специализированные. Но когда участок имеет очень много неровностей, он очень сложный, вы же сказали, он заболоченный был, да? Да, То есть, местами, да. конечно, помощь специалиста в таком деле очень-очень необходима. А вообще вот с вашими работами где можно познакомиться? Наверняка вы ведете социальные сети очень много, да? Да, в социальных сетях можно меня без проблем найти по фамилии. Мгм. По фамилии. И можно увидеть все ваши работы. Ну, может быть, не все, но Мгм. довольно Но многие. какие-то еще советы, да, Обязательно, по обязательно. обустройству Ну, тех же клумб, например, да. Кстати, вот на этом участке вы, это вот что это за лента такая, или это, ну, может быть, какие-то емкости уже Нет, это бордюр, вкопаны? это садовая бордюрная лента, Мгм. которой мы ограничиваем приствольные круги вокруг наших посадок. Внутри у нас мульчирующий материал, Мгм. который предохраняет от испарения влаги. А что это за М. кустики здесь Это посажены? рябиник рябинолистный. Замечательное наше местное растение, которое очень активно растет, прекрасно цветет. Оно очень декоративное во время цветения, да и после цветения. Вот эти вот коричневые метелочки, они вроде бы уже отцвели. Ну, мне нравится, Мгм. какой они придают вид. И еще, друзья дорогие, хочу обратить ваше внимание, вот здесь вот у нас зона, 3 зоны мы выделили, да, получается, парадная зона, зона отдыха, и здесь детская зона, но она будет спортивная, да, в Да, основном. детская И спортивная зона. маленькая зона выделена для огорода. А вот здесь вот, ну, маленький кусочек природы вы специально оставили? Да. Просто дикой природы. Да, да. Какую роль несет в себе вот этот кусочек? Ну, знаете, Какую мне роль играет? хотелось какого-то вмешательства очень большого, потому Мгм. что, ну, все-таки естественные природные посадки, это очень важно. Ну, жалко вмешиваться иногда в естественный ход роста растений. Мгм. И Тут, вы оставили. да, здесь судя- крепкие, хорошие березы, Мгм. сосны прекрасные, здоровые. И, друзья дорогие, мы можем судить по тому, какая здесь почва, и здесь немножко уклон есть. То есть можно судить о том, что каким участок был раньше вообще весь, да? Да. Мгм. Ну, здесь, в общем-то, вот эта низина, она и была, она была, ну, скажем, это ямка была. Но Мгм. смотрите, если бы мы засыпали эту ямку и выровняли, то у нас очень плохо и туго пришлось бы растениям, которые здесь уже растут. Мгм. Потому что ни березы, ни сосны ни в коем случае не терпят Вмешательства. засыпки грунтом, да, Мгм. чтобы поверх их развитой корневой системы еще сыпали землю Мгм. или песок. Они Мгм. после этого начинают болеть и усыхать со временем. Наталья, еще раз давайте мы в конце нашей программы еще раз обратим внимание, что любой проект, он должен начинаться именно с того, что мы хотим увидеть у себя на нашем участке, да, как бы цели использования нашего участка. Если мы живем здесь только летом, это одна история, да, либо мы живем здесь постоянно, это совершенно уже Конечно, как бы другой это подход. важно. Да. Ага. И из каких зон должен состоять, ну, любой участок? Ну, если брать классику жанра, то Мгм. это, как мы говорили, вот тут как раз типичная разбивка по зонам. Это вот партерная зона, зона отдыха и функциональная зона. Вот. Оно, в принципе, так и есть, так оно и делается. Мгм. То есть, допустим, когда люди, ну, просто вот нас посмотрят сейчас, многие скажут: о, я тоже так хочу. То есть, что бы вы посоветовали нашим зрителям? Как должны оценить, наверное, сначала мы должны, да, свои участки, а потом уже приступить, распланировать, да? Да, конечно, в Мгм. первую очередь мы оцениваем свой участок, смотрим на дом. Что самое очень важно, не забыть про изюминки, которые, может быть, они вам сейчас кажутся недостатками, но в итоге путем там небольших каких-то преображений их можно превратить в какую-то изюминку вашего проекта и получить вау-эффект просто неожиданно. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к окончанию наша очередная передача. Сегодня мы были с нашей интересной
собеседницей, с очень замечательным дизайнером, известным дизайнером у нас в нашем регионе Наталья Ивановна. Большое огромное спасибо. Благодарим.